Около миллиона казахстанцев могут признать себя банкротами. Такую статистику озвучили в Комитете госдоходов. По данным ведомства, процедура признания финансовой несостоятельности отдельных лиц начнется в марте этого года. Сейчас проходит организационная техническая подготовка. Кто может рассчитывать на списание кредитов и что за этим может последовать, узнавала Мира Альжанова. Выправить свое финансовое положение и начать жизнь с нуля казахстанцам позволит новый закон о банкротстве физлиц. Тем, кто не в состоянии платить кредиты, их простят. Но повторно оформить займ не получится. В течение 7 лет он не может повторно признаться банкротом. В течение 3 лет данное физическое лицо подлежит финансовому контролю. Соответственно, если, допустим, он признался банкротом, а через некоторое время, соответственно, например, через год или 2, он покупает дорогостоящее имущество, например, недвижимое имущество. Соответственно, с нашей стороны возникает вопрос, на какие деньги физическое лицо приобретало данное имущество. Списать кредит до 5,5 миллионов тенге в том случае, если человек не выплачивал его в течение последнего года. При этом на его имени не должно быть зарегистрировано имущество. В случае, если сумма долга превышает вышеуказанную сумму, то лицо вправе обратиться в суд, чтобы его признали финансово несостоятельным. Ему также могут предоставить возможность выплачивать долг по новому графику в течение 5 лет. Между тем, экономисты не исключают того, что нововведение может привести к уклонению от долгов. В наших финансовых организациях, к сожалению, есть такие структуры, которые занимаются преступлением. И, естественно, при новом законе вот этот момент может быть и увеличен. Некоторые будут уже пользоваться этим законом, выдают своим знакомым кредиты. Эти посредники будут списывать там, объявлять их банкротами. При этом, как сообщили в Комитете госдоходов, ложное банкротство карается штрафом. Это порядка 300 тысяч тенге. Подать заявку на признание банкротства может и должен только сам заемщик. Мира Альжанова, Данияр Умар, Ринат Утеев, телеканал Алматы, Астана.